Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амши Кушара. Сегодня в программе. Состоялись онлайн-консультации пресс-службы Министерства иностранных дел Абхазии и Департамента информации и печати МИД России. В Музее боевой славы имени Владислава Арзенба прошел юбилейный вечер, посвященный памяти героя Абхазии Султана Сасналиева. В АГУ обсудили абхазо-российские отношения. В работе круглого стола приняли участие представители Петербургского государственного университета и Центра евразийских исследований СПБУ. В Тамышской и Ткварчалской школах открылись 2 профильных атом-класса с физико-математическим уклоном. Завершился рабочий визит президента Абхазии Аслана Бжания в Москву. Как сообщает пресс-служба главы государства, в российской столице Аслан Бжания встретился с руководителем администрации президента России Антоном Войно. Аслан Бжания также провел переговоры с заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрием Козаком. Обсуждался широкий круг вопросов абхазо-российского сотрудничества. Бжания провел ряд других встреч и переговоров, в частности, с заместителем секретаря Совбеза России Рашидом Нургалиевым. Рабочие встречи президента Абхазии Аслана Бжания проходили с 26 по 29 апреля. В медиа-центре МИДа Абхазии состоялись онлайн-консультации пресс-службы Министерства иностранных дел Абхазии и Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации. Основными спикерами выступили с абхазской стороны министр иностранных дел Инал Арзенба, с российской директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова. В рамках видеоконференции обсуждались вопросы активизации сотрудничества. Основное внимание было уделено различным технологиям продвижения информации в медиапространстве в современных условиях, форматам реагирования и противодействия распространению недостоверных информационных вбросов со стороны стран Запада, Украины и Грузии. По окончании мероприятия состоялась пресс-конференция. Мария Захарова ответила на вопросы об имидже Абхазии в российских СМИ, абхазо-российских отношениях, работе пресс-службы российского МИДа в современных условиях, поделилась своими воспоминаниями о приездах в республику. Расширенный репортаж с видео пресс-конференции Марии Захаровой смотрите в нашей программе после выпуска новостей. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указы о присвоении почетных званий ряду работникам Абхазского радио. За многолетнюю плодотворную работу, вклад в развитие Абхазского радио, почетное звание «Заслуженный работник культуры» присвоено Анкваб Руфине Эдуардовне, Ахуба Мурману Сергеевичу, Бычковой Елене Юрьевне, Ломе Ревазу Язбиевичу. За заслуги в области журналистики, вклад в развитие национального радиовещания, почетное звание «Заслуженный журналист Абхазии» присвоено Адлиба Камия Отарьевне, Трапш Оксане Витальевне, Хагба Мадине Энварбеевне. Состоялось первое заседание парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам, на которое были приглашены вице-премьер-министр финансов Владимир Делба, заместитель министра экономики Теймур Азмиквабия, министр по налогам и сборам Джансух Нанба, председатель Государственного таможенного комитета Отар Хеце, председатель Национального банка Беслан Баратели и председатель контрольной палаты Роберт Аршба. Как сообщает пресс-служба парламента, встреча носила знакомительный характер. Депутаты обсудили первоочередные задачи. Речь шла о формировании законопроектного плана, а также актуальных вопросах взаимодействия парламента с исполнительной властью. 23 апреля исполнилось бы 80 лет герою Абхазии, кавалеру ордена Ахзапша первой степени, государственному военному деятелю Султану Сасналиеву. В Музее боевой славы имени Владислава Арзенба прошел юбилейный вечер, посвященный памяти героя Абхазии. На нем присутствовали вице-президент Бадра Гумба, спикер парламента Лаша Ашуба, депутаты, члены правительства, семья и друзья Султана Асламбековича. Участники мероприятия также возложили цветы к памятнику Султана Сасналиева в парке Славы. Подробности в репортаже Сарии Кварцхелия. Мы воюем против агрессора, который пришел сюда. Враг должен быть разбит, и земля Абхазии должна быть очищена. Это священный долг. Ждите победу!
Кадровый офицер Султан Сосналиев был одним из тех, кто в 1992 году сумел преобразовать народное ополчение абхазов в настоящую сильную армию. Доброволец, который весь свой опыт и знания военного дела использовал для достижения общей цели – освобождения Абхазии от агрессора. Мы воспитываем молодое поколение на примерах мужества, героизма, самоотдержанности защитников Апсны, таких как Султан Асланбекович Сосналиев. Время стирает многие имена, забываются люди, выцветают события и даже целые годы, казавшиеся такими яркими. Но есть имена, которые всегда будут с нами. Таким останется Султан Асланбекович Сосналиев. Наш султан. Прорвавшись через вражеские кордоны, через реку Псоу и Гагру, которая находилась в руках грузинских оккупантов, уже 15 августа 1992 года Султан Сосналиев вместе с группой добровольцев из Северного Кавказа был в Гудаутском штабе, рядом с абхазскими товарищами. Позже в одном интервью Сосналиев скажет: «В Абхазию меня позвала совесть». Как человек, возглавлявший военный отдел в созданной конфедерации горских народов Кавказа, Султан Асланбекович, конечно, понимал, что ситуация в Абхазии приближается к открытому вооруженному конфликту. Как говорил султан, если бы не было кому помогать, тогда, конечно, никто и не приехал бы. Но у нас ситуация была такой, что очевидно было, что война случится. Это понимали многие. Вот, например, когда была попытка грузинских войск пройти через территорию Абхазии к реке Псоу. Это был символический такой поход для того, чтобы показать, что грузинская власть контролирует всю территорию. Вот первый раз такая попытка была пресечена силами ополчения, которое было создано в Абхазии. И в это время как раз приехал султан, будучи уже председателем вот этого комитета, о котором мы говорили. Мы поехали тогда на границу, на Ингур. Он осмотрел все и сказал, что вас ждет война. «Рыцарь Кавказа» – так назвал свое стихотворение о Сосналиеве генерал-майор в отставке Вахтанг Цугба. На вечере памяти прозвучали строки, написанные накануне 60-го дня рождения Султана Асланбековича. В создании армии нашей огромную роль ты сыграл. За это с наполненной чашей здесь славят тебя, генерал. Для нас твое имя родное, его пронесем сквозь века. За подвиг и дело святое ты друг нам и брат навсегда. Вечная память. Султан Сосналиев был одним из немногих российских кадровых военных, которые тогда были на стороне абхазских ополченцев. Рядом с ним в Абхазии тоже было не так много профессионалов. В первую очередь это блестящий военный специалист, герой Абхазии генерал Сергей Дбар, а также герой Абхазии генерал-майор Владимир Аршба. Первоклассный летчик стал стратегом и тактиком нашей победы. Мы все прекрасно помним мартовскую неудачу. А вот уже план освобождения Сухума разрабатывался конкретно Султаном Асланбековичем и Сергеем Платоновичем Дбар. Это принесло свой успех. Это действительно так. Здесь Вахтанг Цугба вспоминал, как ехала делегация на 60-летие Султана Асланбековича. А я вспоминаю его 70-летие в 2012 году. Наш долг не только помнить этих добровольцев, вот многие сидят здесь, многие уже ушли после войны, и чтить их. Наш долг, чтобы там, откуда они приехали, тоже знали, кто они и что они. Но здесь сидят все, в основном, кто знал этих ребят. А я бы очень хотел, чтобы здесь было больше молодежи. Потому что прошло 30 лет. Потому что родилось целое поколение, для которого это вчерашняя история. А мы, к сожалению, очень мало делаем все вместе для того, чтобы эта история была постоянной. И чтобы наши молодые люди и все граждане Абхазии сегодня, завтра и послезавтра знали, кому мы обязаны этой победой. И нашим ребятам, конечно, но и тем добровольцам, которые пришли,
отвоевали здесь. Умелые действия генерала Сосналиева по командованию войсками, которые штурмовали Сухум, привели к тому, что 27 сентября 1993 года город был освобожден от грузинских захватчиков, а через 2 дня произошло воссоединение Западного и Восточного фронтов, которые вместе двинулись к государственной границе Абхазии по реке Ингур. Народ с первого дня войны был твердо уверен в той победе, которая наступила и которую мы будем праздновать 30 сентября. Это была большая поддержка для всего народа Абхазии, и мы стали уверены в том, что победа будет за нами. Надо сказать, не все жители Абхазии сразу определились, что делать, а он, как доброволец, пришел сюда, и, как вот здесь показывали, еще в самые тяжелые времена 93-го года сказал нам: ждите победу. Спасибо, Султан. Победы мы дождались. На вечере памяти присутствовали родные и близкие Сосналиева. Супруга султана Асламбековича, Любовь Сосналиева, рассказала, как он собрал вещи, прихватил кожаную летную куртку и со словами «просто пойду и узнаю, что там, ушел». О том, что супруг в Абхазии в самом горниле войны и уже назначен начальником штаба вооруженных сил Абхазии, ей сообщили родственники, которые услышали новость по радио. И, как говорит Любовь Сосналиева, спустя время думаешь, что когда человек уходит из жизни, какой же он несчастный. Но потом понимаешь, что можно прожить по-разному и 100 лет, и 66, как он. Видимо, султан сделал все, что нужно было за свой период жизни. Разве несчастным можно назвать человека, который добровольцы пришли с ним, ребята молодые, не подводили его? Если только Руслан, потеряв ногу, он отрезал ее, остаток этот, закопал, вернулся, сделал протез, вернулся и воевал здесь. Разве он несчастный, если рядом с ним был такой доброволец? Разве он несчастный, если матери Абхазии после мартовского наступления пришли к нему и сказали: наши дети лежат на нашей земле, давайте дальше воевать, давайте дальше освобождать землю? Разве он несчастный, который здесь обрел многих своих абхазов, которые стали ему братьями? Сергея Платоновича, который от начала до конца был с ним. Или Терзева Глыбека, как мы его называем, Инвера, который день и ночь был с ним. Разве он несчастный, если по сегодняшний день, меня встречая здесь в Сухуми, люди подходят ко мне, которых я не знаю, кто они, я просто знаю, что они абхазы, обнимают меня, целуют. И когда я на них смотрю, что, может быть, я вас не узнаю, они говорят: нет, вы нас не знаете, но я знаю, мы знаем вас. Это не ко мне уважение. Это уважение, это тень уважения от султана передается мне, передается народам Абхазии. Народом, которого я также безмерно люблю, как любил и султан. Герою Абхазии, генерал-лейтенанту Вооруженных сил Республики Абхазия, кавалеру высшей государственной награды чести и славы первой степени, славному сыну Абхазии и Кабарды султану Сосналиеву исполнилось бы 80 лет. Для нас твое имя родное, его пронесем сквозь года, за подвиги дело святое, ты друг нам и брат навсегда. Сария Гварацхеля, Михаил Братухин, Роберт Ломия, Сергей Каджая, Константин Парулова, Абхазское телевидение.
Фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии перешел в новый офис. Ранее он располагался на 3-м этаже 3-го корпуса Кабинета министров. Но так как в здании не предусмотрен лифт, это вызывало неудобства для инвалидов. Поэтому было решено перейти в более удобное помещение. Теперь фонд будет работать на 1-м этаже. Новый офис отремонтирован за счет собственных средств фонда. В церемонии открытия приняли участие спикер парламента Лаша Ашуба, министр здравоохранения Эдуард Будба, министр соцобеспечения и демографической политики Руслан Ачба, ветераны войны, представители движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость». В преддверии 77-летия победы в Великой Отечественной войне временный поверенный в делах России в Абхазии Михаил Литвинов и сотрудники посольства посетили всех проживающих в республике ветеранов. Фронтовикам были вручены подарки, а также именные поздравительные послания президента России Владимира Путина. Об этом сообщается на странице посольства России в Абхазии в Facebook. В Министерстве обороны Абхазии подвели итоги подготовки вооруженных сил за апрель 2022 года. Заседание прошло под председательством исполняющего обязанности министра обороны республики Беслана Цвижба. В ходе подведения итогов с докладами выступили военный комендант, начальник разведки, военный комиссар и начальник управления боевой и морально-психологической подготовки. Они рассказали об организации воспитательной, культурно-досуговой работе и о состоянии боевой подготовки в воинских частях. За истекший период все мероприятия боевой и морально-психологической подготовки выполнены в полном объеме. Основными мероприятиями боевой подготовки считаю проведенные полевые выходы разведывательных подразделений и артиллерийской группы, а также участие в завершающем этапе командно-штабного мобилизационного учения с 6-й стрелковой бригадой, которые проводили на общевойсковом полигоне Цабал. Основное мероприятие морально-психологического обеспечения считаю подготовка личного состава воинских частей отдельных подразделений к торжественному прохождению маршем, посвященному Дню Победы 9 мая. О состоянии воинской дисциплины и внутреннего порядка за апрель месяц в Сухумском высшем общевойсковом командном училище рассказал начальник СВОКу Игорь Нинуа. Состояние воинской дисциплины оцениваю на удовлетворительно. Внутренний порядок поддерживается на уровне соответствующему уставным требованиям. Служба войск организована согласно уставу внутренней службы. В этом месяце были организованы учебные стрельбы во всех взводах. В период с 16 по 22 апреля личный состав 3-го взвода принимал участие в полевом выходе артиллерийских подразделений на полигоне Цабал. 20-21 апреля училище было привлечено на этапе боевой стрельбы с 6-й стрелковой бригады, где личный состав проявил себя с положительной стороны. Продолжается подготовка парадного расчета ко Дню Победы 9 мая. В Сухумском высшем общевойсковом командном училище проходит набор абитуриентов для обучения по специальности боевое применение мотострелковых подразделений и по гражданской специальности менеджер по управлению персоналом. Срок обучения – 4 года. Сборы документов будут осуществляться в военных комиссариатах по месту жительства до 10 июня 2022 года. Исполняющий обязанности министра обороны Беслан Цвижба обратил внимание присутствующих на поддержание воинской дисциплины и правопорядка, проведение мероприятий, приуроченных к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Мы в этом году приняли такое решение, что если не всех ветеранов Великой Отечественной войны, мы хотели сюда их пригласить на торжественное собрание, но в связи с тем, что многие из них болеют, и поднять их на наш этаж, это было бы неправильно с нашей стороны. Поэтому определены группа офицеров с 3 по 5 мая. График определили. Будем посещать ветеранов, поздравлять и награждать нашими ведомственными наградами. В торжественном марше примут участие более 400 военнослужащих. Это парадные колонны частей подразделений оборонного ведомства, Государственной службы охраны, Министерства внутренних дел, МЧС, службы госбезопасности, Государственной миграционной службы и пограничного управления ФСБ России в Абхазии. Сария Кварацхеля, Алексея Гухава, Абхазское телевидение. Прокуратура Очимчирского района возбудила уголовное дело по факту разбойного нападения и убийства, совершенного в селе Тамыш Очимчирского района, сообщается на сайте Генпрокуратуры.
Предварительным расследованием установлено, что 28 апреля примерно в 23:30 в селе Тамыш Учимчирского района Шаматава Вальтер Гугунович, 1974 года рождения, в сопровождении не менее одного преступника, вооруженные автоматическим оружием неустановленного образца с целью хищения аппаратов по добыче криптовалюты, напали на дом гражданина Рацба Тенгиза Юрьевича. Встретив сопротивление хозяина дома, нападавшие стали наносить ему телесные повреждения. В результате завязавшейся перестрелки смертельные ранения получили нападавшие Шаматава и родной брат Рацба Тенгиза Рацба Тамази Юрьевич. Проводятся неотложные следственно-оперативные мероприятия по установлению всех лиц, причастных к совершению данного преступления. На таможенном посту Адлер прошла рабочая встреча сотрудников Государственного таможенного комитета Абхазии, Краснодарской таможни, представителей таможенной службы России в Абхазии, Абхазского таможенного поста ФТС России, погранотряда СГБ Абхазии, погрануправления ФСБ России. Обсуждались вопросы подготовки к курортному сезону 2022 года и совершения таможенных операций и таможенного контроля в отношении сельхозпродукции. Абхазской стороной был озвучен широкий спектр вопросов, способствующих ускорению прохождения таможенных формальностей и увеличения пропускной способности абхазо-российской государственной границы в период курортного сезона, многие из которых нашли пути решения в рамках данного совещания. В целях разгрузки абхазо-российской государственной границы в период курортного сезона 2022 года будет открыто дополнительное окно обслуживания для экскурсионных автобусов. Также в целях ускорения прохождения таможенных формальностей на МАП «Адлер» будет прикомандировано более 20 должностных лиц Краснодарской таможни Южного таможенного управления ФТС России. Осуществление таможенных формальностей в отношении скоропортящихся товаров будет осуществляться в приоритетном порядке путем предварительного информирования приграничных таможенных служб сторон. Учитывая, что в период курортного сезона основная нагрузка придется на железнодорожное направление, было принято решение о необходимости усиления взаимодействия структурных подразделений Федеральной таможенной службы России и ГТК Республики Абхазия по линии организации таможенного оформления и таможенного контроля товаров, перемещаемых железнодорожным транспортом в период курортного сезона. Реализация абхазским таможенным постом специализированным полномочий по предварительному заполнению карточки транспортного средства в единой автоматизированной информационной системе таможенных органов Российской Федерации до фактического ввоза транспортного средства для личного пользования в Российскую Федерацию находится на стадии завершения. В заключение данной рабочей встречи делегаты отметили необходимость повышения уровня взаимодействия приграничных таможенных служб Республики Абхазия и Российской Федерации и оказания максимального взаимодействия для оперативного решения возникающих вопросов путем обмена информацией о количестве автотранспортных средств и иных проблемных вопросах, требующих оперативного решения. В Институте экономики и права прошел научно-практический семинар по экономическим и правовым проблемам развития Абхазии. Были сделаны доклады, презентации и сообщения на темы планирования и управления национальной экономикой, проблем становления абхазской государственности на современном этапе, экономика географического исследования Юго-Восточной Абхазии и другие. В работе семинара приняли участие депутаты парламента, представители администрации президента, Минсельхоза, Министерства экономики, представители Галского района, а также научные сотрудники Института экономики и права. Главная цель таких семинаров – реализация научных разработок и внедрение их в практику. Одной из главных задач наших является сегодня не то что сближение, а вот именно реализация подготовленных, исследованных научных разработок, их внедрение в практику. И в том числе о тех вопросах, о которых сегодня я говорил, это и показало исследование по Галу Самарзакану, также исследование по селам Абхазии. Я не все озвучил сегодня, но то, что мы пишем в статьях, публикуем в разных журналах, в том числе и за пределами страны, ежегодные отчеты делаем, но они преимущественно остаются на бумаге. И поэтому мы намерены привлекать и исполнительную ветвь власти, и законодательную ветвь власти, и местных администраций, а в последующем и руководителей предприятий, организаций, чтобы вот именно государство наше двигалось согласованным таким целевым документом, каковым является план социально-экономического развития на очередной год. Это может быть на 2 года, а стратегия уже принята, утвержденная, но на его основе будут реализованы вот эти документы.
В эти дни в Абхазии находится делегация Санкт-Петербургского государственного университета и Центра евразийских исследований СПбГУ. Члены делегации приняли участие в круглом столе «Абхазо-российские отношения» вчера, сегодня, завтра, прошедшем в Абхазском госуниверситете. Все подробности в репортаже Шазины Ханаку. До начала круглого стола ректор АГУ Олег Огварами принял делегацию Санкт-Петербургского государственного университета и Центра евразийских исследований СПбГУ. Мы сердечно приветствуем вас в нашем университете. Договор у нас подписан, а теперь надо насыщать его конкретным содержанием. Есть очень много вопросов, которые будут взаимовыгодны. Декан факультета международных отношений СПбГУ Ирина Новикова отметила, что рада возможности обсудить перспективные направления сотрудничества. Подписанное ранее соглашение дает возможность не только проводить различные научные мероприятия, конференции, семинары, но и осуществлять подготовку и содействие в защите диссертаций, рецензировании работ, обмене библиографическими данными студентами, преподавателями. К этому соглашению могут быть, конечно, постепенно и приложены определенные протоколы, различные дополнительные соглашения, связанные с развитием, созданием, может быть, программ двойного диплома. Но это все обсуждаемо в процессе, собственно говоря, переговоров, в процессе нашей работы. Для нас сейчас очень важно, конечно, во-первых, познакомиться друг с другом. Во-вторых, как мне кажется, мы, взрослые преподаватели, должны сейчас в современных условиях создать определенную среду для наших студентов, чтобы наши студенты, молодежь общались друг с другом. Директор Центра евразийских исследований СПбГУ Александр Колесников отметил, что нынешняя обстановка дает Абхазии и России огромные шансы для сотрудничества. К сожалению, существуют еще силы, которые искусственно не хотели, чтобы Россия с Абхазией дружила как можно больше и как можно крепче. Да, инфраструктурные проекты, инвестиционные проекты – это прекрасно, но есть еще и гуманитарная составляющая, есть еще и социальная жизнь, есть еще и молодежь, которая, к сожалению, российская, не все на карте покажут, где находится Абхазия. Почему? У меня вопрос такой вверх. Почему? А потому что вот были такие силы и остаются такие силы. И вот то, что Петербург наконец-то пришел в Абхазский государственный университет, который уже как минимум с десятком российских университетов имеет прекрасные контакты, это слава Богу, что наконец мы тоже пришли. В обсуждении абхазо-российских отношений вчера, сегодня, завтра также приняли участие студенты. Ректор АГУ рассказал, что благодаря сотрудничеству между двумя университетами есть возможность создания базы отдыха в Гулрыбчском районе. Земля у нас там есть, почти 4 гектара. Вот. Когда-то был план построить базу отдыха 4 университетов. Тогда еще Ленинградского, Абхазского, Тартусского и Казанского университетов. Я думаю, это не единственное наше предложение в плане сотрудничества. Ирина Новикова рассказала о проблемах международной деятельности Санкт-Петербургского университета в новых геополитических условиях. В 2024 году старейшему университету России исполнится 300 лет. На сегодняшний день университет сотрудничает с 500 вузами мира. В последнее время из-за специальной военной операции на Донбассе университет сталкивается с определенными проблемами. В феврале вуз получил уведомление о замораживании сотрудничества от некоторых партнеров. С начала марта Санкт-Петербургский университет стал получать письма от студентов, граждан Российской Федерации, которые обучаются в разных западноевропейских вузах. Это не студенты Санкт-Петербургского университета, подчеркиваю, это просто граждане Российской Федерации, которые обучались там в Чехии, в Германии, в Италии, в других странах. И студенты задавали вопрос, их родители задавали вопрос о возможности перевода из западных вузов, из иностранных вузов в Санкт-Петербургский университет. И вот в этих условиях
условиях руководство университета приняло решение предоставить возможность всем желающим вернуться на родину. Директор Центра евразийских исследований СПбГУ Александр Колесников отметил, что Россия ценит поддержку Абхазии. Пакеты санкций, антироссийская истерия, как ни странно, дает возможность нам в России понять и испытать на себе то, что Абхазия испытывала и продолжает испытывать на себе многие годы. Непризнанность, отторжение. Вот Россия теперь начинает понимать, а что это такое. И понимая это, приходит, надеюсь так, это мое, конечно, мнение, но понимая это, приходит к тому, что надо крепить отношения, увеличивать многократно с странами, народами, которые друзья, проверенные веками. Гости также выступили с докладами по абхазской тематике. Преподаватель Санкт-Петербургского университета Залина Закоева подготовила работу об исторических и научных реликвиях Абхазии в Петербурге. Магистрант Даниил Москальчук рассказал об абхазской диаспоре в Санкт-Петербурге. Республика Абхазия, Российская Федерация. Вопрос экономического сотрудничества. С такой темой выступил заведующий кафедрой экономической теории АГУ Александр Страничкин. Свое мнение о роли архива в эпоху медиа высказал советник ректора, заведующий кафедрой журналистики Гурам Амкваб. Современный журналист должен осознавать свою ответственность за слово, несмотря на то, что журналист занимается историей дня. Все равно он пишет историю становления самосознания. Именно поэтому кафедра журналистики предлагает провести конференцию или круглый стол в нашем университете совместно с российскими учеными. Для делегации Санкт-Петербургского государственного университета и Центра евразийских исследований СПбГУ подготовлена и культурная программа. Шазина Ханагуа, Лилиан Маршан, Абхазское телевидение. Первый международный конкурс вокалистов Алисы Гицбо пройдет в Абхазии с 6 по 9 октября. Первый в Абхазии конкурс академических певцов проводится при поддержке правительства и Министерства культуры Абхазии. Автор проекта и его идейный вдохновитель – народная артистка Абхазии, заслуженная артистка России, солистка Московского музыкального театра «Геликон Опера» Алиса Гицбо. Конкурс призван помочь молодым певцам найти свой путь в профессии, получить ценные знания от членов жюри, профессионалов и мастеров искусства пения. 28 апреля свои двери распахнули два профильных атом-класса в Тамышской и Ткварчалской школах. В торжественном открытии приняли участие представители корпорации «Росатом» во главе с Джумбером Ткибучава, министр просвещения и языковой политики Инна Алгаблия, министр обороны Владимир Ануа, депутат Народного собрания Резо Азантария, председатель комитета по управлению государственным имуществом и приватизации Беслан Кубрава. Репортаж Несмы Голадзе. Первыми в атом-класс Тамышской средней школы имени Гулия зашли учащиеся, которых, несомненно, ждут здесь увлекательные научные открытия. Кабинет оснащен по последнему слову техники. Новейшие компьютеры, интерактивная доска, цифровые средства обучения, методические пособия. Все необходимое для занятий по физике, математике и информатике. Теперь педагоги смогут наглядно продемонстрировать различные физические явления и процессы, а дети заниматься исследовательской деятельностью и проводить эксперименты. Спасибо, что атом вы сделали мирным. Пусть служит на благо людей и страны. А ваш путь к мечте будет быстрым, не длинным, чтобы ваши успехи всем были видны. Спасибо вам! Слова благодарности звучали не только в стихах, но в песнях и танцах. Школа организовала для гостей праздничный концерт. От всего коллектива еще раз хочу вам сказать огромное спасибо, что мы попали в этот проект и что наша школа с такими большими традициями, с большой историей получила еще одно вот такое удовольствие. Министр просвещения и языковой политики Инна Алгаблия также поблагодарил представителей Росатома за поддержку и внимание, оказанные школе. Эта школа с давней историей. 146 лет всего в этом году ей исполняется. И действительно, это подарок, который мы оценим по достоинству. Я надеюсь, наши дети, учителя
будут, как Тимур Дмитриевич сказал, использовать все возможности этого класса, все возможности этого проекта, чтобы он жил, развивался на благо нашей страны, на благо нашей Родины. Огромная вам благодарность за этот бесценный дар. Школа Росатома – масштабный проект, созданный в 2011 году при поддержке госкорпорации «Росатом». Его цель – поддержка и развитие естественно-научного и математического образования. На самом деле это праздник. Праздник не только для тех, кто принимает, да, и будет в этом классе обучать детей, кто будет обучаться, но и праздник для каждого нормального взрослого человека. Почему? Потому что это делается для детей. Все то, что делается для детей, это, на мой взгляд, это свято. Задача проекта не только обучить детей науке, но и дать им возможность получить работу в атомной отрасли. Так, например, учащиеся абхазских школ могут принимать участие в олимпиадах и конкурсах, победителям которых предоставляется возможность поступить в российские вузы. Атомкласс, он ориентирован действительно на углубленное понимание физики, математики, на эти вот прикладные науки, но мы хотим, чтобы дети имели возможность проявить себя именно здесь. И если это будет в сельской школе, это дважды приятнее и дважды лучше. Это дает возможность ориентироваться на то, что выпускники этих школ, этих атомклассов, они все-таки лишний раз посмотрят, может быть, дальше на дорога их пойдет в наши вузы. И мы, конечно, будем ориентированы на то, чтобы люди, которые заканчивали атомклассы, атомные наши институты, они все-таки приходили в нашу отрасль для того, чтобы показать и свои знания, умения. У всех атомклассов есть общая сеть, позволяющая проводить совместные мероприятия. Кроме того, существует рейтинг, учитывающий активность педагогов и детей. Такая система позволяет распределять путевки, поездки и квоты на участие в различных программах. Мы работаем во многих странах мира. И во многих странах мира были и знакомились с детьми. Такие дети, как в Абхазии, таких детей нет. То есть вы такие прям вот очень, что ли, такие хорошие остались. Добрые, правильные, честные, искренние. И учителя у вас такие тоже настоящие, что ли, учителя, настоящие. И поэтому особенно хочется помочь вам быть более, дать возможность вам учиться лучше еще. Еще один уютный атомкласс с современным оборудованием расположился на 3-м этаже 2-й Творчалской средней школы имени Воронова. Здесь созданы все условия для получения углубленного образования, а также развития таких навыков, как умение работать в команде. Рождение нового класса – это очень важное событие для всего нашего школьного коллектива. За современный атомкласс спасибо! Все мы скажем без сомнений. Шагать со временем нам в ногу будет просто, пути открыты нам, детям нового поколения. Гостям был оказан теплый прием. Был организован концерт, в котором приняли участие школьники. Я надеюсь, что в новом классе наши педагоги с новыми усилиями будут еще активнее решать вопросы повышения качества образования, а ученики учиться с интересом, а также творить и изобретать. Это 5-й по счету атомкласс на территории Абхазии. Специализированные классы уже открыты в Пицунде и Сухуме. Эсма Гуланзе, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. 1 мая в селе Кутоло Чимчирского района состоится открытие скакового сезона. Откроют турнир мастера конного спорта показательными выступлениями по конкуру. В программе дня запланированы скачки на 1400, 1800 и 2000 метров. Помимо этого, наездники покажут свое мастерство в конно-спортивных состязаниях. Начало в 11 часов. В турнире примут участие команды из Гулрыбского, Сухумского и Чимчирского районов. Мероприятие проводится при поддержке Госкомитета по делам молодежи и спорту, администрации Чимчирского района, компания «Мобайл» и Всемирного конгресса абхазо-базинского народа. По инициативе министра здравоохранения Эдуарда Будба во всех медучреждениях республики прошел субботник. Сам министр принял участие в субботнике в республиканской больнице. Глава Минздрава передал в дар медучреждению саженцы 10 пальм, 10 яблонь разных сортов, а также 2 корня вечно зеленого кустарника. Пальмы были высажены у въезда в больницу, кустарники у поликлиники. Также был разбит яблоневый сад.
Сегодня в республике во всех лечебных учреждениях подведомственных Минздрава проходит субботник. Мы с коллегами приехали в республиканскую больницу, с большим удовольствием принимаем участие в этом субботнике. Красим, убираем, приводим территорию в порядок, чтобы территория больницы выглядела прекрасно, хорошо, достойно. 30 апреля Министерство культуры проводит субботник в здании Национальной картинной галереи. Минкульт призывает принять участие всех неравнодушных граждан в уборке территории, прилегающей к памятнику архитектуры. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни 30 апреля, 1 мая и в понедельник 2 мая на территории Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями. В субботу без осадков, густой туман с ограниченной видимостью. В воскресенье с полудня и в понедельник дожди, временами переходящие в ливневые дожди с грозой. Температура воздуха ночью 7-12, днем 12-17 градусов. Температура морской воды 12 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. До скорых встреч в эфире.